Шестой созыв парламента Абхазии в 2022 году принял поправку к закону о выборах в Народное собрание. В ней говорится, что с 1 января 2027 года вступит в силу закон о государственном языке. Кандидаты в депутаты обязаны будут владеть двумя языками – абхазским и русским. Вопрос стоит о том, что в парламенте обсуждается вопрос о том, чтобы для лиц абхазской национальности закон, чтобы вступал с 1 января 2027 года, а для других лиц, граждан Абхазии, с 1932 года. В данном случае, если никаких изменений не будет, тогда мы в любом случае будем это требование, которое прописано в законе, который уже давно вступил в силу с 1922 года, был принят и в силу вступает с 1 января, мы будем это требование предъявлять к кандидатам в депутаты, вне зависимости от национальной принадлежности, потому что в законе четко прописано, что это вне зависимости от цвета кожи, расы, вероисповедания, национальности, все должны сдавать этот экзамен с 1 января. Что касается механизма формирования лингвистической комиссии, он не определен. В законе о выборах президента этот механизм прописан. Лингвистическую комиссию формирует Центральная избирательная комиссия. Однако в законе о выборах депутата такого механизма нет. Дмитрий Маршан подчеркнул, что они обратились к депутатам с просьбой прописать, какой именно орган будет формировать лингвистическую комиссию, чтобы впоследствии не возникало спорных вопросов. Я думаю, что по данному вопросу они в ближайшее время внесут разъяснения в закон, и мы уже будем этот закон исполнять по той букве, которая прописана и которая будет прописана. Что касается других механизмов, которые предлагает парламент или администрация президента, мы в целом хотели бы высказать мнение по поводу того, что запрет на перепрописку. Запрет перепрописку, это администрация президента, она с инициативой вышла в парламент для того, чтобы с момента назначения даты выборов и до момента окончания выборов парламентских, до подведения итогов, чтобы перепрописка была запрещена в этот период. Дмитрий Маршан подчеркнул, что в практике избирательного процесса были случаи, когда граждане переписываются с одного округа в другой, чтобы проголосовать за того или иного кандидата. Для предотвращения таких случаев и вводятся соответствующие ограничения. Президент предложил внести такую поправку, и в ЦИКе с этим солидарны. В практике избирательного процесса были моменты, когда граждане перепрописываются с одного округа в другой для того, чтобы проголосовать за того или иного кандидата. Для этого это ограничение вводится. Я думаю, что депутаты эту инициативу поддержат. И для того, чтобы между первым и вторым туром, а так как у нас по практике больше половины, 50% избираются с первого тура, примерно так, а другая часть избирается уже во втором туре. Чтобы этих моментов не было, что они в первом туре были прописаны в одном округе, потом во втором туре перепрописываются во второй, чтобы такой неразберихи не было. Вопрос одним из депутатов была зарегистрирована инициатива о том, чтобы не участвовали на территории Республики Абхазия иностранные граждане, политтехнологи и так далее. Этот вопрос, он тоже обсуждается. Это мировая практика о том, чтобы иностранные граждане не принимали участие в агитации того или иного кандидата. На территории Абхазии 35 избирательных округов и 152 участка. В законе о выборах президента предусмотрено право открывать избирательные участки за пределами республики. Однако в законе о выборах депутатов Народного собрания такого права нет. Голосовать на выборах могут граждане с 18 лет, а быть избранным с 25 лет. Количество избирателей составляет около 140 тысяч человек. К концу года эта цифра может измениться, так как ежедневно регистрируются новые совершеннолетние граждане, а также происходят изменения в списках избирателей по причине смерти некоторых из них. Шазина Ханагор, Раму Камке, Абхазское телевидение.